Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Ковид-фри зоны открываются сегодня в Якутске. Какие привилегии доступны горожанам? Лесные пожары тушат вблизи сел Татинского и Тампонского районов. Якутское отделение экофермы Туймада скоро начнет кормозаготовительную кампанию. Очередной пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» запланирован сегодня. Районами падения отделяющихся частей вновь определены территории Алданского и Кобяйского улуса. Жителей просят не покидать территорию населенных пунктов, не впадать в панику и быть бдительными. Введение льготных механизмов не должно влиять на рост цен на жилье. Эту мысль относительно ипотеки и строительства подчеркнул президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии. Владимир Путин отметил, что возможностями льготной ипотеки на новостройки воспользовались свыше 500 миллионов человек. Ввиду высокой востребованности этой программы было принято решение о ее продлении. На Дальнем Востоке для определенных групп граждан действует суперльготная ипотека в 2%. Поэтому надо увеличивать предложение на рынке, следить за ценой стройматериалов, другой продукции, подытожил президент. Кроме того, все семьи с 6-летними детьми получат единовременную выплату 10 тысяч рублей к началу нового учебного года, даже если ребенок не идет в школу. Об этом тоже сообщил президент в ходе ежегодной прямой линии. По его словам, данный вопрос оставался нерешенным, так как в некоторых случаях дети идут в школу с 6 лет, в других нет. При этом Путин обратил внимание, что выплата в размере 10 тысяч рублей разовая. Глава Якутии в своем твиттере отметил, что одной из важных тем, затронутых во время прямой линии президента, стала тема коронавируса. Действия, предпринимаемые властями в некоторых регионах, направлены на то, чтобы избежать введения локдауна из-за распространения коронавируса. Президент подчеркнул важность вакцинации и сообщил, что сам он привился спутником ВИ, написал Исай Николаев. Также глава Якутии отметил, что президент России затронул очень важную тему – реабилитацию после ковид. У нас в Якутии с прошлого года реабилитацию можно пройти в санатории Абалах в Нижнем Бестяхе и в Республиканском центре лечебной физкультуры и спортивной медицины в Якутске, добавил Илдархан. В столице региона с сегодняшнего дня начинают работу ковид-фри зоны. Что это такое и какие привилегии доступны для привитых граждан? Об этом в материале Дмитрия Тымырова. С завтрашнего дня предприятиям общепита и общественным заведениям дадут право работать без ограничений. В соответствии с указом от 28 июня 2021 года 1918 на территории Республики Саха-Якутия у предпринимателей появляется возможность, то есть это в виде добровольной возможности работать без ограничений, создав на своей территории так называемые зоны ковид-фри. Ковид-фри зона – это зона без ограничений, где любой желающий может, как и раньше, провести свой досуг. Самое главное условие посещения такого места – это быть вакцинированным или иметь на руках свежий отрицательный ПЦР-тест. Для граждан требования единственные, два основных требования. Для этого достаточно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность, ну и эту справку. Ее можно также иметь как в электронном виде, так и в бумажном виде, чтобы была возможность считывания этого QR-кода. Одним из условий открытия таких зон для предпринимателей – это полная вакцинация всех сотрудников. Обязывать предпринимателей работать по новой системе не будут никого. Выбор остается за ними. Между тем, столичные предприниматели начали поощрять своих потребителей, которые прошли полный курс вакцинации и имеют на руках сертификат. Для таких граждан некоторые предприятия подают бесплатно одно блюдо или напитки. Все это надо уточнять у администраторов мест общепита. Панда Журавль, конкретно ресторан, предложил, в свою очередь, это бесплатный лимонад, который выдается по паспортам, которые высвечиваются в госуслугах, и также в бумажном носителе. Вчера нас посетили уже 36 человек, то есть отзыв получился. Между тем, данные нововведения будут контролироваться со стороны контрольно-надзорных органов, чтобы не допустить новое распространение вируса. Нарушителей будут штрафовать. На прошлой неделе проверено 300 объектов. Это ночных заведений, общепитов, а также торговых объектов и социальных учреждений.
Выявлено всего 17 нарушений. Надо отметить, что нарушений становится меньше, все меньше и меньше. В том числе ночных заведений проверено 7 за выходные и выявлено 2 нарушения. Это общепит, ресторан в гости, бар. А также на прошлой неделе было судебное заседание в отношении ресторана «Панем». Было рассмотрено сразу 5 протоколов по 5 нарушениям, и суд наложил штраф на общую сумму 500 тысяч рублей, то есть по каждому делу по 100 тысяч рублей. А также ночной клуб «Евразия» было приостановлено на 60 суток. Несовершеннолетние должны сопровождаться взрослыми со справкой или сертификатом. Перед бесковидными зонами будут установлены пункты контроля. Желающие присоединиться к новым правилам предпринимателей должны будут отправить заявку в Министерство предпринимательства. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Лесные пожары тушат вблизи 2 сел Татинского района, сообщает пресс-служба Минэкологии региона. Один из очагов, обнаруженный вблизи села Даккы, действует на площади 2800 гектаров. Причина возгорания — грозы, интенсивность сильная, пожар верховой. Из-за сильных порывов ветра площадь пожара с момента обнаружения увеличилась, говорится в сообщении. Отмечается, что проложена минерализованная полоса протяженностью 12 километров на юго-западной стороне. В связи с труднодоступной местностью и полнотой древостоя прокладка минполосы ведется медленно. Также на юго-западной стороне планируется отжиг от минполосы. Второй пожар действует у села Волба. Пожар действует и в 15 километрах от села Мегино-Алдан в Тампонском районе. В тушении заняты около полусотни местных жителей и работники пожарной части Наслега, свыше 20 работников Якутлесресурса. Пожар перешел на линию ЛЭП. Электричество в селе отсутствует. Ожидается вертолет из Якутска, который доставит аэромобильную группу. Это 11 человек. 29 июня работаем сутки посменно, дневное и ночное время. Информируем детей, граждан о том, что в данное время происходит пожар на границе Тампонского и Татинского района. Все паромная переправа закрыта. Неприятный запах, появившийся в 17-м квартале в начале этого лета, не дает горожанам возможности комфортно дышать. Местные жители жалуются на едкий запах, который распространяется на несколько улиц. В проблеме разбиралась наш корреспондент Надежда Саханская. Жители строительного округа города Якутска вот уже не первую неделю страдают от удушливого запаха неизвестного происхождения. Находиться здесь можно только в противогазе. У людей остаются 2 вопроса: кто в этом виноват и когда закончится это зловоние. В коттеджном поселке, который расположен в 17-м квартале, с наступлением жарких дней появился резкий неприятный запах, который горожане посчитали за запах гниения. Источником послужил ледник, находящийся на улице Жарницкого. Позвонили 02, дали заявку как раз ровно неделю тому назад, в понедельник. Ну, они приехали сюда, 02 приехали ради того, чтобы якобы здесь труп. Вот. Ну, убедились, что этого нету. Здесь оказалась совсем другая проблема. Иной проблемой оказалась стухшая продукция, которая принадлежит филиалу Нерюнгринской птицефабрики. Отметим, что организация «Гурме», расположенная в нескольких метрах от зловонного ледника, также страдает от этого соседства. С этой ситуацией мы боремся уже на протяжении 2 лет. Этот год у нас 3-й. Нам, к сожалению, попались нерадивые соседи. Это Нерюнгринская птицефабрика. Находятся они сразу же, скажем так, за нами. Ситуация в чем? Здесь постоянно у них то куры, то яйцо, постоянно прокисшее. Из-за этого, естественно, страдаем мы. Поэтому вот ситуация такая, я тоже прошу принять меры со своей стороны. Мы уже тоже не знаем, куда писать. Или в Роспотребнадзор, или уже действительно как жильцы, следственные органы. Мы несем очень большие риски в связи с этим. Совместными усилиями с этим надо как-то бороться. Фраза «мухи у нас» теперь далеко не отсылка к известному фильму, а страшная реальность, от которой в первую очередь страдают жители города. Потому что это мухи, это разносчики, это крысы, это все, что сопутствует. Рядом стоят большие здания, где живут люди, и у всех сейчас открыты окна. Этот запах, он идет везде. И как можно быстрее это должно быть ликвидировано. Владельцы зловонного ледника отказались комментировать данную ситуацию, однако на следующий день уже начались работы по вывозу тухлой продукции.
Надо полагать, что санитарная очистка ледникового помещения, отгрузка и дальнейшая утилизация испорченных продуктов завершатся в скорое время. Тогда дышать в строительном округе станет легче. Мы продолжим следить за ситуацией. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. Якутское отделение экофермы Туймада с 5 июля начнет кормозаготовительную кампанию. План заготовки сена в этом году превышает 1200 тонн. Также для сенажа и силоса засеяли овес на 247 гектаров, а суданскую траву посадили на 5 гектаров. На сенокосе будет работать 2 звена. Первой бригадой руководит Андрей Жонюх. Он один из опытных работников. По его словам, из-за сухой погоды нынче плохой травостой. Предстоит заготовить 500 тонн сена. Сейчас заканчивается ремонт, и вся техника почти готова. Оба звена обеспечены топливом и продуктами. Условия нормальные. Работаем. Все продукты, все есть. Зависит от погоды. А так все обеспечивают запчастями. Что говорим, сломалось, сразу отправляет. Так-то техника уже староватая. Только пресс-подборщик новый, косилка новая, а остальное все старенькое. Ну, на паромах переезжаем. Подъезжаем, загружаемся и плывем по островам. В Якутии установлены сроки сбора ягод и плодов. Минэкология региона напоминает, что сбор необходимо начать с момента их полного созревания. Вкусная и полезная земляника созревает в 10-х числах июля в Амгинском, Татинском, Усть-Алданском, Намском районах. На 2 дня позже разрешается собирать землянику в Чурапчинском, Сунтарском, Хангаласском улусах. Голубику собирают, начиная с 20-х чисел июля. Черную смородину в северных районах можно начать собирать с 5 августа. В Вилюйской группе улусов поспеет к середине месяца. Бруснику можно собирать после 20 августа. Малина готова к сбору в Вилюйской группе районов с 18 по 20 июля. Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском и Нерюнгринском районах можно собирать к середине августа. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.